Великий сосед и надежный друг Кыргызстана, Китайская Народная Республика, в этом году отмечает 75-ю годовщину основания. С 1949 года, 1 октября, отмечают главный государственный праздник Китая – День образования Китайской Народной Республики. С этого времени китайская нация превращается в сильную и могучую нацию. По общему объему ВВП страна вышла на второе место в мире, стала ведущей мировой державой. Многие страны мира, включая Кыргызстан, хотят смело и активно шагать с Китаем в светлое будущее с целью создать сообщество единой судьбы человечества. В настоящее время китайско-кыргызские отношения находятся на исторической высоте. В мае 2023 года президент Кыргызстана Садыр Джапаров нанес свой первый государственный визит в Китай и принял участие в саммите «Китай-Центральная Азия». Председатель Китая Си Цзиньпинь и Садыр Джапаров провели важную встречу в городе Сиань, подписали совместную декларацию об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху. Подтвердили стремление к созданию сообщества единой судьбы Китая и Кыргызстана в духе добрососедства, дружбы и совместного процветания. 3 июля Си Цзиньпинь и Садыр Джапаров провели важную встречу в Астане. В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества наметили новый план развития китайско-кыргызских отношений. Контакты на различных уровнях между странами сохраняют динамичность. В октябре 2023 года в Бишкек прибыл премьер Госсовета Китая Ли Цянь. Стороны подписали ряд документов по сотрудничеству. В течение года председатель Кабинета министров Акылбек Джапаров трижды побывал в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе Китая, провел встречи с руководителями регионов и крупных компаний Китая, а также принял участие в Экспо «Китай-Евразия. Товары и торговля 2023», Экспо «Китай-Евразия», что придало мощный импульс развитию и углублению сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем. В мае этого года Кыргызстан посетил вице-премьер Госсовета Китая Лю Годжун. В июле генпрокурор КНР Ин Юн прибыл в Бишкек и принял участие в 22-м заседании генеральных прокуроров стран ШОС. Также посетили Китай спикер Жогорку Кенеша Нурлан Шакиев, председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков, первый заместитель председателя Кабмина Адылбек Касмалиев, заместители председателя Кабмина Эдиль Байсалов и Бакыт Төребаев, вице-спикер Жогорку Кенеша Джамиля Исаева и другие высокопоставленные лица Кыргызстана. Не менее интенсивными были визиты делегации китайских провинций в Кыргызстан. Это секретарь парткома КПК СУАР господин Ма Синджуй, секретарь парткома КПК провинции Циньхай господин Чэнь Ган, секретарь парткома КПК провинции Шэньси господин Джао Иде, секретарь парткома КПК провинции Шаньдунь господин Линь У, а также председатель Народного правительства СУАР Эркин Туньяс, председатель Народного правительства провинции Шэньси Джао Ган. Торгово-экономическое сотрудничество двух стран расширяется ускоренными темпами. По статистике китайской стороны, в 2023 году товарооборот между Китаем и Кыргызстаном достиг 19 миллиардов 804 миллионов долларов США, что побило новый исторический рекорд. Китай остается крупнейшим торговым партнером, крупнейшим источником импорта и инвестиций Кыргызстана. К знаковым событиям, которые быстро принесли желаемые результаты, нужно отнести поставки 1500 китайских автобусов на чистых источниках энергии в Кыргызстан, что существенно облегчили жизнь горожан в Бишкеке, Аше, Джалалабаде. В мае прошлого года президент Садыр Джапаров посещал провинцию Шаньдунь и присутствовал на церемонии сдачи первой партии автомобилей. В Бишкеке открылся сервисный центр Шаньдуньской корпорации тяжелой промышленности по ремонту и техобслуживанию промышленного оборудования, который стал крупнейшим сервисным центром корпорации в Центральной Азии. С начала этого года начаты такие проекты, как совместный китайско-кыргызский автосборочный завод, экотехнологический завод по производству электроэнергии на основе утилизации твердых бытовых отходов в Бишкеке,
Первая фаза солнечной электростанции Иссык-Куль 400 мегаватт. Проект реконструкции Иссык-Кульской кольцевой автодороги. Гидроэлектростанция Ортотокой. 30 августа президент Садыр Джапаров и посол Ду Девень приняли участие в церемонии запуска завода Джунда, заложили капсулу под его модернизацию. Высококачественное совместное строительство «Один пояс, один путь» непрерывно реализуется. Кыргызстан является одной из первых стран, которая поддерживает и принимает активное участие в этой инициативе. За последние 10 лет в рамках инициативы Китай и Кыргызстан совместно реализовали и реализуют ряд важных проектов. 6 июня в Пекине состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве в совместном продвижении проекта железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан между правительствами Кыргызстана, Китая и Узбекистана. Председатель КНР Си Цзиньпинь в обращении отметил, что железная дорога является стратегическим проектом, обеспечивающим взаимосвязанность Китая с Центральной Азией, а также знаковым проектом сотрудничества трех стран в совместном строительстве одного пояса, одного пути.为启动项目建设做好各项准备，早日建成这条惠及三国和三国人民、助力地区经济社会发展的战略通道。Данный проект станет символом сотрудничества в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху между Кыргызской республикой, Китайской Народной Республикой и Республикой Узбекистан. Проект линии электропередачи Датта-Кемин помог Кыргызстану построить единую энергосистему государства. Автомагистраль Китай-Кыргызстан-Узбекистан, а это маршрут Кашгар-Ош-Андижан-Ташкент, стала важной транспортной артерией в Центральной Азии. В рамках проекта реконструкции городской дорожной сети Бишкека на Гранд Китая осуществлены восстановление и реконструкция более 200 километров автодорог Бишкека. В Кыргызстане за счет китайских грантов строят ирригационные каналы, школу в Бишкеке, больницу в Аше. Крупным инфраструктурным проектом является альтернативная автодорога Север-Юг, которая улучшит транспортную связь между севером и югом Кыргызстана и будет способствовать экономическому и социальному развитию Кыргызстана. Год назад прошла церемония передачи кыргызской стороне пожарной и аварийно-спасательной техники с участием президента Садыра Джапарова. 100 современных пожарных машин различных типов были аккуратно расставлены на площади Алато и создали Красное море. Это крупнейшая материальная помощь Кыргызстану за грант китайского правительства в последние годы. Также состоялась церемония передачи кыргызской стороне 2 мобильных госпиталей. 3 сентября этого года открылся новый пункт пропуска Бедель на китайско-кыргызской границе, что открыло новый коридор для передвижения людей и взаимной торговли между странами. Особое место в отношениях между двумя странами занимают культурно-гуманитарные связи. Особое место в отношениях между двумя странами занимают культурно-гуманитарные связи. Обе стороны прилагают совместные усилия к защите и передаче эпоса «Манас». В прошлом году в филармонии прошел культурно-художественный вечер гостеприимства Шаньдунь «Любовь на шелковом пути». Поразительное выступление артистов из провинции Шаньдунь покорило сердца зрителей. В рамках проекта «Экспресс-здоровье. Яркое путешествие» китайские специалисты провели бесплатные операции для 800 кыргызских пациентов с катарактой. Китайская сторона также безвозмездно передала медицинское оборудование для создания кабинета офтальмологического осмотра и центра по профилактике слепоты в городе Ош. В марте 9 кыргызских детей с врожденным пороком сердца получили бесплатные операции в Китае. Родители и родственники детей выразили китайской стороне глубокую благодарность. Благодаря драгоценной помощи их дети начали новую жизнь. Научно-образовательное сотрудничество происходит в самых передовых сферах. В Кыргызстане продолжается бум китайского языка.
В 4 институтах Конфуция и 21 классе Конфуция в Бишкеке, Аше и Джаллабаде ежегодно обучаются более 10 тысяч кыргызских студентов и школьников. Увеличивается количество обучающихся в китайских вузах студентов из Кыргызстана. Посольство Китая учредило стипендиальную программу, следуя за китайской мечтой. Многие выдающиеся школьники Кыргызстана получили стипендию и поехали учиться в Китай. Весной этого года при поддержке китайской компании Вошгу открылся Центр по робототехнике и искусственному интеллекту. В Кыргызском техническом университете активно продвигается проект «Мастерская Лубаня». Планируется создание 15 лабораторий для обучения в таких областях, как машиностроение, водное хозяйство, гидроэнергетика, строительство дорог и мостов. Также в апреле 2024 года прошла церемония открытия Кыргызско-китайского факультета в университете имени Ишеналы Арабаева. Посол Китая Ду Дэвень выразила надежду, что факультет будет готовить больше выдающихся специалистов для высококачественного совместного строительства инициативы «Один пояс, один путь». Китай и Кыргызстан постоянно углубляют сотрудничество в сфере безопасности, как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних форматов, что играет важную роль в защите жизни и имущества народов двух стран, а также в обеспечении безопасности и стабильного развития в регионе. В июле этого года в Пекине успешно прошел 3-й пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва, на котором принято решение о дальнейшем углублении реформ для продвижения китайской модернизации. Китайская модернизация не только способствует Китаю осуществить национальное возрождение, но и предоставляет Кыргызстану новые возможности в развитии страны. Совместное стремление Китая и Кыргызстана к модернизации напишет новую главу в создании сообщества единой судьбы Китая и Кыргызстана. За вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Китаем и Кыргызстаном президент Садыр Джапаров наградил посла Китая в Кыргызстане Ду Дэвень орденом Достук. Отношения между Китаем и Кыргызстаном за 32 года прошли непростой путь. Это было время испытаний для мощного развития Китая и становления независимого Кыргызстана. В этом пути наши народы убедились, что мы можем полагаться друг на друга. Это время укрепило доверие между двумя народами и предначертало нам великое будущее, которое будет построено совместно в единой судьбе Китая и Кыргызстана.